Латвия, Республика. Эфир главного национального канала. Продолжает программа «Новый день». Меня зовут Катерина Винокурова. Желаю вам сегодня только хороших, добрых новостей и отличного настроения. 19-й день ноября, день недели четверг. И вот какими датами и событиями он нам запомнится. Сегодня отмечается Международный мужской день. Поздравляем всю мужскую половину. День отказа от курения, день сантехника, Всемирный день философии, а также Всемирный день женского предпринимательства. В народном календаре наступает день Павла Ледостава. Считалось, что если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. А безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов. Ну а что нам скажут сегодня синоптики? Давайте узнаем. Прогноз погоды на нашем канале. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 20, минус 22 градуса. Днем ожидается минус 17, минус 20. В Заречье минус 20, минус 24 утром, днем минус 18, минус 24 градуса. В южных Улусах минус 15, минус 23 утром, днем минус 12, минус 16. В Вилюйских минус 20, минус 21 утром, днем минус 18, минус 19. В Нижнеленских Улусах минус 18, минус 21 утром, днем минус 19, минус 21 градус. А в западных Улусах минус 20, минус 22 утром, днем минус 17, минус 20. В Колымыде и Гирских Улусах минус 16, минус 29 утром, днем минус 14, минус 28. В Янских Улусах минус 17, минус 22 утром, днем минус 19, минус 23. В северо-западных минус 10, минус 20 утром, днем минус 8, минус 18. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 19 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 17, минус 19 градусов. Ну а далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Передаю слово своим коллегам. Оставайтесь с нами. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Минтруд России предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам. В ведомстве предлагают изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при которых они выплачиваются не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Сообщается, что Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения для дальнейшего рассмотрения вопроса. Отметим, в настоящее время в среднем по России размер пенсии составляет порядка 15 тысяч рублей. Для назначения пожизненной накопительной пенсии гражданину необходимо иметь почти 200 тысяч рублей на счете. Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса. В COVID-19 объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности. В этом заключается его самое необычное свойство. Об этом рассказал вирусолог, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов. Многие убеждены, что потеря обоняния исключительно черта этого коронавируса, но тем же свойством обладают не менее 20 других вирусов. Они входят в организм респираторным путем, через нос, а там окончание основных обонятельных нервов, которые и поражаются. Практически всегда, когда человек выздоравливает, обоняние восстанавливается. Дизрегуляция иммунной системы тоже не новшество, наблюдается и при других инфекциях, отметил эксперт. Между тем, контактных лиц без клинических проявлений не будут тестировать на COVID-19 в Якутии. Об этом накануне сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Сбор анализов будет проводиться только при наличии соответствующих симптомов, сказала она.
В Жатае реконструируют сооружение по очистке канализации. Накануне глава Якутии Айсен Николаев с председателем наблюдательного совета госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным и гендиректором фонда Константином Цицыным посетили объект. Информацию о реализации проекта представил министр ЖКХ и энергетики Республики Дмитрий Садовников. Так, стоимость объекта почти 420 миллионов рублей. Реконструкция сооружения должна завершиться в следующем году. В настоящее время на объекте ведут строительно-монтажные работы на этапе свайный ростверк. В городе Покровске открылся центр оказания услуг «Мой бизнес». Он стал 15-м по счету в Якутии. «Мой бизнес» – это место, где предприниматели и граждане по принципу одного окна могут получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Например, помогут разобраться в вопросах налогообложения, сертификации товаров и услуг, открыть счет в банке, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Также представители бизнеса могут обратиться за помощью в оформлении заявок на получение государственных и муниципальных услуг. Офис расположился в центре Покровска в здании Дома печати. На период пандемии консультации проводятся удаленно. Это бизнесу очень хорошо и помощь, и поддержка, и юридическая консультация. Я, как председатель предпринимателей, заинтересована в поддержке бизнеса, чтобы бизнес не стоял на месте, чтобы они были юридически подкованы. И мы совместно с Варварой Афанасьевной планирую, что будем работать и будем, чтобы в нашем районе это все развивалось. И бизнес должен развиваться. Хотим мы, не хотим, хорошо относимся и плохо относимся, но бизнес должен развиваться. И когда вот возникают вот такие институты помощи, поддержки предпринимателям, начинающим особенно, то это очень хорошо. Да, и самое главное, вот мне кажется, те люди, которые сейчас приходят, и особенно молодые предприниматели, которые начинают свое дело, им просто надо хорошо объяснять весь риск. Отказаться от курения раз и навсегда. Ежегодно в третий четверг ноября в ряде западных стран мира отмечается День отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. По данным ВОЗ, в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик, и этот уровень с каждым годом повышается. И в завершении о спорте. Чемпионат России по кикбоксингу планируют провести в Якутске в апреле. Первый зампред правительства региона Алексей Колодезников провел совещание по вопросам организации мероприятий. Чемпионат по кикбоксингу пройдет в разделе К1 по принятым международным стандартам. Среди почетных гостей турнира ожидаются действующие чемпионы мира и Европы, говорится в сообщении. Также в данное время решается вопрос по организации тренировочных сборов якутских спортсменов за пределами республики. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маску и удачного дня. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. Перевести десятки тысяч жилых домов на водородное отопление к 2030 году и создать первый в мире полностью экологичный город. Соответствующие планы правительства Великобритании содержатся в 10-летней программе «Зеленой промышленной революции». Госсредства будут инвестированы в ветроэнергетику, водородную и ядерную энергетику, расширение производства электромобилей, развитие экологичного городского транспорта, сокращение выбросов СО2 до нуля на авиационном и морском транспорте, в строительство энергоэффективных жилых домов и зданий. В результате развития зеленых городов будет создано около 250 тысяч новых рабочих мест. В ближайшие 10 лет в Соединенном Королевстве планируют высадить деревья на площади 30 тысяч гектаров, а также полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Японский стартап Embari.me Incorporated разработал приложение для камеры, которое считывает движение лица и жесты пользователя в реальном времени и накладывает их на любое изображение. С помощью Expression камера можно появиться на конференции в Zoom в костюме, хотя на самом деле вы сидите дома в пижаме, или предстать перед коллегами в образе Илона Маска.
Expression-камера – одно из многих приложений, которые могут считывать мимику пользователей. Чтобы использовать его эффекты, пользователь должен установить приложение, далее в настройках своей камеры выбрать Expression-камера, а также выбрать любое изображение, которое он хочет использовать во время звонка. Программа анимирует выбранное изображение в реальном времени в соответствии с выражением лица, голосом и движениями пользователя. А так у пользователей появилась возможность появляться в онлайн-встречах без особой подготовки, не переодеваясь в костюм и не нанося макияж. Вот до чего дошла современная техника. А что нам нашептали звезды? Далее прослушаем астрологический прогноз для каждого из знаков зодиака. Сегодня овны могут пребывать в мрачном настроении, потому что не чувствуют твердой почвы под ногами. Постарайтесь найти занятие, которое помогло бы вам отрешиться от темных мыслей. Нежелательно планировать дела, связанные с серьезными физическими нагрузками. Никаких эмоциональных всплесков у тельцов быть не должно, если вы сами их себе не устроите. А испортить настроение и себе, и любимому человеку сможете, если начнете цепляться по мелочам и срываться без всяких причин. Имейте в виду, отрицательные эмоции вам сегодня противопоказаны. У близнецов появятся новые перспективы, касающиеся профессиональной деятельности. И хотя окончательной ясности еще не будет, но вы уже отчетливо почувствуете грядущие перемены. Начните мало-помалу собирать нужную информацию. Она вам довольно скоро пригодится. Раки сегодня будут завалены различными делами, и осилить все навалившееся окажется задачей не из легких. Но именно сейчас самое время привлекать людей для оказания помощи. Вряд ли вы натолкнетесь на отказ. Только не забудьте впоследствии отблагодарить тех, кто оказал бескорыстную услугу. Львы, держитесь подальше от людей, которые вам не по душе, и старайтесь избегать совместных с ними дел. Сейчас к вам будут тянуться не слишком порядочные люди, но не думайте, что вы сможете благодаря их пробивной силе получить что-нибудь для себя. Скорее всего, вас просто попытаются использовать. Девы, постарайтесь сегодня не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда от вас не денется. Вы успеете все взвесить и подойти к нему с полной ответственностью. А если окажется, что шанс упущен, значит, это занятие не для вас. Весы. На этот день постарайтесь запланировать дела не слишком срочные, но все же необходимые. Возможно, вам нужно достичь каких-то договоренностей, а вы все откладываете, боясь причинить неудобства себе и окружающим. Так вот, именно сейчас и нужно совершать деловые визиты. Скорпионы, сейчас кто-то будет нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе. Отказать вы можете только в том случае, если у вас попросят денег в долг, а вы либо не слишком доверяете человеку, либо не имеете финансовых возможностей. В профессиональной сфере, как и в личной, стрельцам судьба не уготовила никаких козней. Данный день подходит для отдыха и дальних поездок. А в быту следует проявить осторожность. Неприятности подстерегают там, где вы их не ждете. Все, что нагревается, режет и колет, может представлять опасность. У козерогов день обещает быть удачным, если не пойдете на поводу у своих отрицательных эмоций. Постарайтесь найти приятное занятие, которое позволит отвлечься от негативных мыслей. Хорошее время для общения с друзьями. Водолеям сегодня нельзя быть неискренними в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь не совершать поступков, о которых вы не могли бы ему рассказать. Зато сейчас достаточно благоприятное время для деловых контактов и принятия новых предложений. Сотрудничество обещает оказаться довольно выгодным для вас. Сегодня, придерживаясь элементарных правил техники безопасности, рыбы могут избежать различного рода неприятностей. Постарайтесь не общаться с импульсивными и агрессивно настроенными людьми. Сейчас очень удачное время для новых приобретений и покупок. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас небольшая рекламная пауза, после которой мы узнаем, как завтракают известные люди. Также с вами приготовим вафли. Хочу напомнить про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262, на который вы можете отправлять свои вопросы нам, нашим гостям, ну и, конечно, поздравлять кого-то из своих родных, близких или друзей. Ну а далее реклама.
Пришло время платить налоги? Не теряйте время в очередях. Скачайте приложение «Налоги ФЛ». Проверьте в личном кабинете перечень имущества и уплатите налоги из дома. Срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. Годы идут, ценности остаются. Саха спецтехника. Нам 15 лет. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. Добро пожаловать в новый день. Приятного аппетита всем, кто в эту минуту завтракает или только собирается это сделать. Я предлагаю сейчас посмотреть, как начинают утро и что едят на завтрак известные особы. Ты поела? Это первый вопрос, который слышит актриса Кэмерон Диас от своего визажиста перед ранними съемками. И если нет, макияжа не будет. Гример категорически отказывается работать, ибо убежден, что после завтрака кожа актрисы выглядит совсем иначе. Сама же Кэмерон не раз признавалась, что завтрак – это ее любимая еда. Именно он дает силы и энергию. Она часто делится с подписчиками своими рецептами. Зеленый салат с орехами и маслом – это на обед, а на завтрак – яйца или каша. Иногда, когда есть время, это может быть и такой такос с авокадо, листьями салата, зеленью и соусом. Главное, чтобы коврик для йоги был рядом, тогда можно позволить себе и мороженое с утра, считает Бритни Спирс. Еще она не отказывается от молочных коктейлей и шоколадных десертов. Есть и завтрак выходного дня. Яйца, бекон, ветчина на булочке и жареные овощи. И судя по всему, что Бритни сейчас в неплохой форме, все съеденное она ответственно отрабатывает в зале или эти завтраки съедает кто-то другой. В зале пропадает и Дуэйн «Скала» Джонсон, о чем постоянно отчитывается поклонникам. А еще для поддержания нужной формы он ест 7 раз в день. Один из вариантов его завтрака – это 300 грамм трески, 2 яйца и 2 чашки овсянки. А когда Хью Джекману нужно было набрать массу для съемок, на завтрак он съедал овсянку с корицей, яичницу с ветчиной и шпинатом и тосты с арахисовым маслом. А сейчас 4 вареных яйца, копченый лосось и половинка авокадо. Авокадо на завтрак любит и Мила Йовович. И, наверное, это чуть ли не единственный покупной овощ. Все остальное Мила пытается растить в своем огороде. Но это для ланча. Утро звезды начинается с каши из цельнозерновых злаков, сваренной на обезжиренном молоке или на воде. Иногда по настроению она добавляет орехи. Счастливая мама каждый раз во время беременности набирала приличный вес и постоянно хотела есть. Но сейчас питается правильно и только после 40 лет поняла, как важно заниматься спортом. Что есть на завтрак, эта актриса не думает уже несколько лет. Риз Уизерспун советует подписчикам фирменный рецепт смузи. Именно он, как утверждает Риз, помогает поддерживать форму, делает волосы и кожу красивыми. Итак, нам понадобится листья салата, шпинат, 1 яблоко, 1 банан, лимон, груша и полстакана воды. Она пьет его в 10 утра и часов до 2 не чувствует голода. Королева Елизавета II свои завтраки хоть и не постит, зато этим делятся ее придворные повара. Свой день правительница, начиная с чашечки черного чая с печеньем, может попросить хлопья с фруктами или омлет с лососем, но исключительно из яиц в коричневой скорлупе. Они вкуснее, считает Елизавета. Так что мы с вами вполне можем себе позволить позавтракать по-королевски. Приятного всем аппетита!
Приятного всем аппетита. Какой все-таки разнообразный завтрак бывает у звезд. У меня, например, на завтрак только черный кофе. И я к этому привыкла. Ну а если вы еще не позавтракали, мы сейчас разбудим вам аппетит. Предлагаю приготовить вместе с нами вафли. Доброе утро! Сегодня я хочу поделиться рецептом вафель, но необычных, а с творогом и маком. Для этого нам понадобится бананы, можно переспелые, творог, соль, разрыхлитель теста, лимонная цедра, яйца, мак, творог, сахар, лимонный сок, мука, растопленное сливочное масло. Для начала берем яйца, смешиваем их с сахаром. Вот такое тесто у нас получилось. Теперь можно жарить. Вот наши вафельки в крапинке уже готовы. Приятного аппетита! Доброе утро, мы продолжаем. Сегодня в столице республики стартует научно-практическая онлайн-конференция «Инвестиции в раннее детство. Основа будущего». В работе площадок примут педагоги, преподаватели, работники дошкольного образования и не только. Ведущие эксперты центральных городов России также примут активное участие. Сегодня в нашей студии Инна Викторовна Каракчиева, ведущий советник аналитического центра при правительстве Российской Федерации, город Москва. Инна Викторовна, доброе утро. Мне сказали, что вы не в первый раз в Якутске. Чем же вызван интерес? Доброе утро. Действительно, не первый раз. Мой интерес связан с теми образовательными результатами, которые сейчас активно внедряются в систему образования республики. Достаточно, наверное, назвать только несколько, хотя их очень много таких примеров. Это не что иное, как анимационная педагогика, когда педагоги, когда воспитатели вместе с детьми формируют целую серию мультфильмов о насущных проблемах. Например, программы робототехники, шахматы. Вы знаете, что такие программы используются достаточно давно, и это уникальный опыт, который дает свои результаты. Поэтому, конечно же, республика интересна в качестве субъекта Российской Федерации, который реализует очень важные и нужные проекты. Но, пожалуй, в большей степени я хотела бы отметить, что именно здесь, именно в республике сформирована образовательная экосистема уникальная, которая сформирована на традициях, культуре, с сохранением культурного кода. То есть то, что мы можем с вами сказать, является уникальным и свидетельствует о индивидуальном, неповторимом пути развития системы образования в Якутии. Инна Викторовна, конференция посвящена раннему детству, да? Какие ожидаются результаты по ее итогам? Действительно, данная конференция посвящена раннему детству, и вообще надо сказать, что дошкольное образование – это, по сути дела, первая ступень для входа в систему образования, дверь, которую открывают родители, дети при входе вот в эту систему. Как будет грамотно выстроена эта система,
во многом будет зависеть, насколько будет успешен ребенок, потому что то, что сформировано в детском саду, в дошкольном образовании, во многом невозможно компенсировать школьным образованием. Поэтому среди результатов конференции ожидают прежде всего профессионально-экспертный диалог, когда определяются будущие направления развития. По сути дела, это барометр, определяющий вектор дальнейшего развития и определяющий, насколько система готова перейти на новую ступень развития. Поэтому вот такие ожидания, я надеюсь, что они действительно оправдаются. А как вы оцениваете уровень именно в нашей республике, в нашем регионе в плане дошкольного и вообще в целом в системе образования нашего? Я поблагодарю вас даже за этот вопрос, потому что то, что сейчас фиксируем, мы видим специалисты, эксперты в области образования, мы видим очень серьезный накопленный опыт, который сейчас трансформируется в новое качество образования. Я уже сказала, новая уникальная система образования, то есть экосистема образовательная, она у вас бесшовная. То есть сейчас формируется такая система, когда нет выделения вот это дошкольное образование, это школьное образование, предусматриваются механизмы взаимодействия, преемственности, причем не только на бумаге, а именно формируются механизмы поддержки и дальнейшего развития. И если уж говорить о республике, то, конечно, я хочу сказать, что это безусловный лидер. Лидер не просто в образовании, а лидер, который задает тренды дальнейшего развития именно в системе образования, как дошкольного, так и других уровней. Могу привести тоже множество примеров, которые вам, безусловно, известны. Пожалуй, самая крупная республика по площади, которая ежегодно дает большое количество новых школ, то есть строительство новых школ. Достаточно вспомнить вот этот бесшовный, безграничный, безграничную систему образования, ну и также развитие НКО, социальное партнерство и так далее. То есть список может быть продолжен. Поэтому, да, безусловно, это лидер и лидер, задающий новые тренды в системе образования. Инна Викторовна, мы знаем, что в рамках форума состоится открытие академии, имени деятеля наук Татьяны Комаровой. Какой вклад, по вашему мнению, это вносит в развитие республики? Вклад Тамары Семеновны Комаровой очень и очень велик. По сути дела, мы говорим с вами о том, что сейчас на территории республики создается общественный институт, который будет его деятельность направлена на осуществление работ, исследований в области именно детства. Уникальная программа, которая реализуется, уникальный задел, который даст толчок, даст возможность посмотреть на систему совершенно по-новому, то есть получить новые результаты, создав идеальное пространство для развития, дальнейшего развития. Инна Викторовна, спасибо вам за участие в нашем эфире. Желаем вам отлично провести время с пользой в нашей республике. Ждем вас снова в нашей студии. Отличного дня, хорошего настроения. Программа переселения из ветхих аварийных домов помогла многим семьям в нашей республике. Благодаря программе в городском округе Жатай до конца текущего года снесут последние ветхие дома. Это действительно хорошая новость, а переезд намечается в новый, комфортабельный, умный дом. В этом году Жатай первым в России должен взять статус муниципального образования без аварийных и ветхих домов. Так, по этой программе в этом году жильцы оставшихся 10 ветхих домов переедут в этот новенький домик, к тому же еще и умный. Конечно же, чтобы достичь такого статуса, понадобилась большая плодотворная работа. С чего же все начиналось? В аварийном состоянии находилось 455 аварийных помещений, которые располагались в 53 многоквартирных домах. В 2016 году мы завершили второй этап программы переселения. Построили энергоэффективный парк, состоящий из 10 энергоэффективных домов, в которых применены различные технологии энергосбережения, такие как крышные котельные, индивидуальные тепловые пункты автоматизированные. Где-то система рекуперации стоит, точная вентиляция, то есть все максимально возможные технологии, которые эффективные, которые применены для районов Крайнего Севера. И вот мы подъехали посмотреть своими глазами на этот новый район из 10 домов, которые так называемые умные дома. И сейчас узнаем, как же обслуживать их. Могу сказать, что это представляет достаточно
Ну, интересно это занятие, обслуживать такие дома. Специалисты нашей управляющей компании прошли обучение в специализированных организациях, имеют все допуски и осуществляется эксплуатация с соблюдением всех технологических процессов, инструкций по эксплуатации. Здесь жители, например, платят меньше за горячую воду. Потребление теплоэнергии здесь тоже меньше, чем в домах с аналогичной площадью. Поэтому это все достаточно эффективно. А что же думают непосредственно сами жильцы? Ну, живется хорошо, чистота, порядок. Вот, делаем ремонт косметический летом. Но проблем не было никогда, потому что дом новый. Вот, и если что, да, умный. Для жителей, безусловно, это повышение комфортности уровня проживания. Да? То есть, если раньше сравнить деревянный дом, да, в котором постоянно происходили такие аварийные ситуации, прорывы, канализации, теплотрассы, да, то в новых энергоэффективных домах они уже более независимые. То есть, если взять дом, который с крышной котельной, то есть независимо от того, работает центральная котельная или нет, они сами себя отапливают, сами, то есть с помощью управляющей компании регулируют температуру. Отрадно знать, что поселок Житай на финишной прямой по получению статуса муниципального образования без аварийных домов, что значит, что уровень проживания будет показательным. Поздравляем всех жителей с вводом нового дома, пусть тепло и уют будет в каждой квартире. А что здесь происходит? Министр экономики сейчас даст комментарий по... Цену на нефть? А вы откуда знаете? Не я, а российская газета. Российская газета. Расскажем главное. Далбар хотун. Сахачактарын манылах, ымылах, өрө тудар күндүада. Далбар хотун эдерген кысоготтон, эрге сүттер кемче кийиттен, оготун түйүгер көтөхпүтиеттен, сенин сыллы ребеттен, үйнен сайдан тахсар. Ах, суруттар Далбар хотун сурналы. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Хлебопекарня «Партизан» ведет свою деятельность с 2007 года. Свежий хлеб, торты, рулеты, пирожные стали визитной карточкой предприятия. Билигин баттаха миннес килебин көтчактан сеппит. Каптагыз баранялар көтчак. Кая килебкин стан кәсбикинде. Бартахамыт килебен хада миннес. Манук сирбехабилюбе. Добрые традиции прошлого, бережность теплотой перенесены в рецептуры сегодняшней продукции. Главным остаются традиционные способы производства изделий, старинные рецепты и уважительное отношение к продукции. Когда приезжаю в деревню, всегда покупаю партизанский хлеб, потому что он самый вкусный. Атак маны республика толықтақтыра. Үйлерге оңғылдан кәлбет, ағытынан оңғылуыт келебе, бартахан келебе, өрі хес толғытығар бар болдың. Мен негестік ахан. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Минтруд России предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам. В ведомстве предлагают изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при которых они выплачиваются не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Сообщается, что Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения для дальнейшего рассмотрения вопроса. Отметим, в настоящее время в среднем по России размер пенсии составляет порядка 15 тысяч рублей. Для назначения пожизненной накопительной пенсии гражданину необходимо иметь почти 200 тысяч рублей на счете. Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса. В COVID-19 объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности. В этом заключается его самое необычное свойство. Об этом рассказал вирусолог, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов. Многие убеждены, что потеря обоняния исключительно черта этого коронавируса, но тем же свойством обладают не менее 20 других вирусов. Они входят в организм респираторным путем, через нос, а
там окончание основных обонятельных нервов, которые и поражаются. Практически всегда, когда человек выздоравливает, обоняние восстанавливается. Дизрегуляция иммунной системы тоже не новшество, наблюдается и при других инфекциях, отметил эксперт. Между тем, контактных лиц без клинических проявлений не будут тестировать на COVID-19 в Якутии. Об этом накануне сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Сбор анализов будет проводиться только при наличии соответствующих симптомов, сказала она. В Жатае реконструируют сооружение по очистке канализации. Накануне глава Якутии А.С.Н. Николаев с председателем наблюдательного совета госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным и гендиректором фонда Константином Цицыным посетили объект. Информацию о реализации проекта представил министр ЖКХ и энергетики Республики Дмитрий Садовников. Так, стоимость объекта почти 420 миллионов рублей. Реконструкция сооружения должна завершиться в следующем году. В настоящее время на объекте ведут строительно-монтажные работы на этапе свайный ростверк. В городе Покровске открылся центр оказания услуг «Мой бизнес». Он стал 15-м по счету в Якутии. «Мой бизнес» – это место, где предприниматели и граждане по принципу одного окна могут получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Например, помогут разобраться в вопросах налогообложения, сертификации товаров и услуг, открыть счет в банке, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Также представители бизнеса могут обратиться за помощью в оформлении заявок на получение государственных и муниципальных услуг. Офис расположился в центре Покровска в здании Дома печати. На период пандемии консультации проводятся удаленно. Это бизнесу очень хорошо и помощь, и поддержка, и юридическая консультация. Я, как председатель предпринимателей, заинтересована в поддержке бизнеса, чтобы бизнес не стоял на месте, чтобы они были юридически подкованы. И мы совместно с Варварой Афанасьевной планирую, что будем работать и будем, чтобы в нашем районе это все развивалось. И бизнес должен развиваться. Хотим мы, не хотим, хорошо относимся и плохо относимся, но бизнес должен развиваться. И когда вот возникают вот такие институты помощи, поддержки предпринимателям, начинающим особенно, то это очень хорошо. Да, и самое главное, вот мне кажется, те люди, которые сейчас приходят, и особенно молодые предприниматели, которые начинают свое дело, им просто надо хорошо объяснять весь риск. Отказаться от курения раз и навсегда. Ежегодно в третий четверг ноября в ряде западных стран мира отмечается День отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. По данным ВОЗ, в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик, и этот уровень с каждым годом повышается. И в завершении о спорте. Чемпионат России по кикбоксингу планируют провести в Якутске в апреле. Первый зампред правительства региона Алексей Колодезников провел совещание по вопросам организации мероприятий. Чемпионат по кикбоксингу пройдет в разделе К1 по принятым международным стандартам. Среди почетных гостей турнира ожидаются действующие чемпионы мира и Европы, говорится в сообщении. Также в данное время решается вопрос по организации тренировочных сборов якутских спортсменов за пределами республики. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маску и удачного дня. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня, 19 ноября, знаменательный день. День русского языка в нашей республике. Подробнее о событии этого дня и о мероприятиях, которые традиционно проводятся, мы поговорим со старшим преподавателем кафедры филологического факультета Северо-Восточного федерального университета Дмитрием Жирковым. Дима, к слову, является моим одноклассником, одногруппником. Очень рада видеть тебя, Дима. Не буду называть тебя по отчеству, да, Дим, но в очередной раз, да, празднуется День русского языка. По традиции он в честь дня рождения Михаила Ломоносова отмечается, автора первой русской грамматики. С какого года он ведет свою историю в Якутии? Катя, доброе утро. Рад слышать. Указом президента Республики
День празднования в Якутии начался в первом году и призван еще показать важность изучения русского языка в национальном регионе. Но традиционно в Северо-Восточном федеральном университете он отмечается широко, можно сказать, да? Какие проводятся мероприятия и что проходит в этом году? И в каком формате, главное, да? Да, из последних наших мероприятий буквально на днях на платформе Северо-Восточного федерального университета открылся международный клуб общения на русском языке под символическим названием «Алмаз». Проект ориентирован на китайскую аудиторию, которая выражает неподдельный интерес к изучению русского языка и русской культуры. Ну а что касается дня сегодняшнего, дня знаменательного, то в рамках празднования Дня русского языка в Якутии, а также в связи с 85-летием филологического образования в Якутии, начинает свою работу Всероссийская научная конференция под названием «Языковая картина мира русских старожилов». На конференции изучат актуальные вопросы взаимодействия языков и культур народов России. Ага. Дима, ну знаем, что с 2013 года в Якутске, да, проводится образовательная акция «Тотальный диктант». Да? У всех он на слуху. И как раз-таки кафедра русского языка филологического факультета СВФУ, она является организаторами, да, данной акции. В этом году он уже прошел, правильно, да? 20 октября, если я не ошибаюсь, и приняло в ней участие 1430 жителей нашей республики. В Северо-Восточном федеральном университете работали 5 дистанционных площадок на платформе Zoom. Повлияли ли как-то вот нынешние реалии, да, на результаты тотального диктанта и вообще активно ли приняли участие жители республики в данной акции? Несомненно, определенные коррективы были внесены в проведение тотального диктанта. Это коснулось прежде всего проверки. В этом году формат предполагал самопроверку. Но это не отразилось на количестве участников. Как вы видите, показатели этого года ничем не уступают показателям прошлого года. Поэтому мы, наверное, смело можем утверждать, что никакие ограничения не помеха для самосовершенствования. Здорово, Дим. А по какому тексту писали диктант в этом году и как вообще отбираются тексты? Интересно. Каждый год российские писатели создают уникальный текст для тотального диктанта. И несмотря на это, каждый год у нас находятся отличники, которые блестяще справляются с трудностями русского языка. В этом году текст тотального диктанта составил Андрей Геласимов, как вы знаете, писатель российский, известный, который родился и вырос в Якутске. А в следующем году этим писателем будет Дмитрий Глуховский. И если если Якутск одержит победу в голосовании, которое сейчас проходит на официальном сайте Total Geek, то Дмитрий Глуховский посетит Якутск. Здорово, здорово. Кстати, вот о голосовании, да, что нужно сделать, где посмотреть, проголосовать? На официальном сайте totaldict.ru в эти дни проходит голосование за звание столицы тотального диктанта. За это высокое звание соревнуются такие города, как Ярославль, Волгоград, Калининград, Якутск, Рязань, а также 3 зарубежных города – Берлин, Нур-Султан и Стамбул. Для того, чтобы проголосовать и поддержать любимый город, необходимо зайти на сайт и отдать свой голос до 24 ноября. При этом голосовать можно каждый день. Здорово. Так что, уважаемые телезрители, активно голосуем. Дима, у меня еще такой вопрос, да? А вот какого все-таки возрастной категории люди приходят на диктанты? Это больше всего, наверное, в первую очередь проверить себя, свои знания, да? Ну, дети, это студенты или люди среднего возраста, может, пожилые. Кого больше? Наверное, значительную часть аудитории все-таки составляет зрелая аудитория, молодая аудитория.
Возрастные такие, наверное, критерии, они варьируются от 12 до 85 лет, поэтому ограничений возрастных, национальных, профессиональных и каких-либо еще абсолютно нет. Мы ждем каждого. Спасибо, Дима, спасибо огромное, что подключился. Надеюсь, еще в скором времени с тобой увидимся. Удачи тебе, отличного дня, плодотворной работы. Спасибо еще раз. Вторая неделя ноября выдалась богатой на кинопремьеры. Дело за малым, осталось сделать только выбор. Ну, а мы вам в этом, конечно же, поможем. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» продолжение культового триллера «Колдовство». Но семья — это так здорово. Когда Лили переезжает в другой город и попадает в новую школу, она поначалу переживает, что не сможет найти новых друзей. Однако очень быстро ее принимают в свою компанию 3 одноклассницы. Новые подруги Лили держались обособленно от остальных учеников, и на то была своя причина. Как оказалось, они были ведьмами, а чтобы устроить шабаш, им не хватало 4-й напарницы. И чем я это заслужила? А тем, что ты наша 4-я. Ну что, тампон не забыла? Сначала их колдовство было довольно безобидным. С помощью своих способностей они наказывали обидчиков. Но потом все начало выходить из-под контроля. Если ведьма представляет угрозу для себя и других, ее необходимо сдерживать. Я начинаю волноваться. Колдовство. Новый ритуал. Ты лжешь. Да я клянусь, не вру. Ну ладно, немножко вру. Но Картина «Афера по-голливудски» расскажет о продюсере Максе Барбери, который нечист на руку. Чтобы получить деньги, которые спасут его от не очень дружелюбных мафиози, он решает начать съемки вестерна с опасными трюками. На главную роль он приглашает пожилого актера Дюка Монтану, который по его плану должен будет погибнуть на съемках. И тогда Барбер получит деньги по страховке жизни главного актера. Вот только умирать Монтана и не думает. Дюк Монтана! Если бы он сейчас был жив, он бы сказал... Я это чертова лошадь! Дюк, боже мой, ты живой! Один из главных бонусов картины – это, конечно, актерский состав в лице непревзойденной голливудской старой гвардии. Да что ж ты за человек такой? Я продюсер. Афера по-голливудски. Ты все для меня делаешь. Учишь меня. Готовишь для меня. Хлоя прикована к инвалидному креслу. Она живет вместе со своей матерью Дианой, которая сделала все, чтобы девочка не контактировала с окружающим миром. Хлоя учится дома, ни с кем не общается и живет в изоляции. Полностью доверившись матери, она пьет таблетки, которыми та ее постоянно снабжает, и верит, что Диана желает ей только лучшего. Но со временем в ее голову начинают закрадываться подозрения, что тут явно что-то не так. В попытке узнать тайну, которую скрывает мать, Хлоя оказывается в большой опасности. Мне нужна ваша помощь. Хлоя! Спокойной ночи, милая. Я тебе нужна. Больная. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Я тебе нужна. Ну а далее прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. Черная пятница в салонах «Торнадо» с 21 по 30 ноября. Сумасшедшие скидки на роскошные шубы, дубленки, парки и пуховики. «Торнадо» – все лучшее для вас. Да, көтөппүт. Бүгін бияғы ылжытты каналары білсе,
Арын солын ким дени? Гриша де. Алексей. Тугынан жараттананы, Гриша? Я официант Киви Кейтеринг. Красиво накрываю на стол. Подаю вкусные блюда. Кысын так обсетардем. Тугмит бизнесмены нол жону кырардем. Па ден. Пада па. Красавчик. Годы идут, ценности остаются. Саха спецтехника. Нам 15 лет. Доброе утро, мы продолжаем. Рада зачитать ваши сообщения, которые пришли к нам на наш WhatsApp номер. Дорогую бабушку Александру Ильиничну Торговкину с днем рождения поздравляют. Желаем светлых дней и горестей не знать. Крепкого здоровья и любви близких. Мы тебя любим. С наилучшими пожеланиями Лидочка и Ларина поздравляют вас. И еще отправляется поздравление с днем рождения подруги Анжели. Номер телефона, последние 4 цифры, 1434. Что ж, мы присоединяемся, поздравляем всех именинников этого дня. Желаем всего самого прекрасного. А премьера камерного балета «Платформа. История одного вокзала» в постановке балетмейстера Екатерины Тайшиной состоялась на сцене Московского детского музыкального академического театра имени Натальи Сац. Балетная труппа театра оперы и балета получила приглашение на 5-й фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». На премьере побывала Туяра Константинова. Премьера – это всегда новая встреча со зрителем. Это то, чего ждут с нетерпением артисты, особенно сейчас, в период пандемии. 45-минутный спектакль стал для якутской труппы испытанием на прочность и одновременно экспериментальной площадкой для театра, идущего в ногу со временем. Для нас, по сути, это первая встреча с марта 2020 года со зрителем в формате большой сцены. Это большой шанс для нашего театра, потому что мы не выпускали премьеру уже почти год в связи с той ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день. Для выпускника колледжа имени Посельских Никиты Рогова премьера в столице – первый спектакль в составе труппы Якутского театра. Отработав год в Екатеринбурге, Никита вернулся в родной Якутск и был принят в кардебалет. Я исполняю роль юноши в новой постановке Екатерины Лаврентьевны Тайшиной. Это очень интересный номер. Советую каждому посмотреть. В целом балет с января, наверное, этого года. Выхода на сцену как такового не было. Это очень нелегкое дело на самом деле. Поэтому сильных ног, здоровья и терпения. 8 историй объединяет одна сюжетная линия – часы, вокзал и зал ожидания. На сцене на языке современного балета рассказ о судьбах разных людей. Постановка готовилась с 3 составами – уже известные мастера балета и начинающие артисты. Идея постановки современного балета – воплощение творческих замыслов руководителя труппы Екатерины Тайшиной. В центре камерного спектакля не только эталонный классический балет, но и яркая актерская игра. Эмоционально через пластику тела передаются внутренние переживания и мысли героев, понятные и близкие каждому зрителю. Если у многих современных хореографов это главное это движение, то для меня в этом балете главное это мысль, это история, это сюжет. Это мне хотелось показать, что у каждого человека есть своя судьба, свои какие-то переломные моменты в жизни. Очень хочется, чтобы, смотря на эти истории, зритель видел себя. Термометрия, маски, перчатки, шахматная рассадка. Все для того, чтобы позаботиться о самых главных участниках действия – зрителях. По признанию организаторов, фестиваль стал отдушиной не только для любителей театра, но и профессионального сообщества. Мне кажется, что это чудесный спектакль. Мне очень нравится стилистика, мне очень нравится труппа, мне очень нравится вообще атмосфера работы. Все решает талант, все решает вдохновение, все решает видение завтрашнего дня.
Да? И еще раз повторю девиз нашего фестиваля: все решает видение музыки. Мне нравится, что наши коллеги в разных городах, в разных регионах, в том числе в Якутске, ищут какие-то новые пути. Туяра Константинова, Виктор Олесов, Москва. Добро пожаловать в новый день, 19 день ноября, день недели четверг. Мы продолжаем, предлагаем ознакомиться с подборкой интересных новостей. Перевести десятки тысяч жилых домов на водородное отопление к 2030 году планирует правительство Великобритании. В их планах создать ряд зеленых городов. Госсредства будут инвестированы в ветроэнергетику, водородную и ядерную энергетику, расширение производства электромобилей, развитие экологического городского транспорта, в строительство энергоэффективных жилых домов и зданий. В результате развития зеленых городов будет создано около 250 тысяч новых рабочих мест. В ближайшие 10 лет в Соединенном Королевстве планируют высадить деревья на площади 30 тысяч гектаров, а также полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Как здорово, через 10 лет, это уже совсем скоро, я думаю, зеленых городов будет еще больше не только в Великобритании, но и за ее пределами, например, и в нашей стране. А японский стартап Embari Me Incorporated разработал очень интересное приложение для камеры. Так вы можете, сидя в пижаме дома, выходить на платформе Zoom на какое-то собеседование или на деловое собрание в образе костюма делового. С помощью специальной камеры можно появиться на конференции в Zoom в костюме, предстать перед коллегами в образе Илона Маска. Чтобы использовать его эффекты, пользователь должен установить приложение, далее в настройках своей камеры выбрать Expression камера, а также выбрать любое изображение, которое он хочет использовать во время звонка. Программа анимирует выбранное изображение в реальном времени в соответствии с выражением вашего лица, голоса и движениями. Так у пользователей появилась возможность появляться на онлайн-встречах без особой подготовки. Например, не нанося макияж, что очень важно, наверное, для прекрасной половины. Я хочу напомнить, что сегодня в городе Якутске ожидается минус 17, минус 19, довольно-таки похолодало, в отличие от последних дней, так что одевайтесь теплее. Далее слово передаю своим коллегам из якутского блока. Удачного дня!